Неутомимый энтузиаст, квалифицированный специалист библиотечного дела Зоя Меджитовна на протяжении многих лет работает заместителем директора Национальной библиотеки имени Ивана Попаскир по научной и библиотечной части. Окончила культпросвет-училище по специальности библиотечное дело, а затем и Санкт-Петербургский институт культуры имени Надежды Крупской. В 1961 году начала работать в Республиканской библиотеке. Однако на тот момент коллектив, состоявший в основном из представителей грузинской национальности, плохо принял нового сотрудника. В 1961 году, когда меня приняли, так не хотя они меня приняли. В то время только были грузины, чего греха таить. Но потом я молчала, всякие были оскорбления, всякие были эти. Я выдержала это все. Перетерпев все сложности, с которыми столкнулась в течение всех этих лет, Зоя Меджитовна проработала в Национальной библиотеке более 60 лет. «Библиотека – мой второй дом», с воодушевлением говорит юбиляр. Библиотека как второй дом. Если в субботу, воскресенье мы не бываем в библиотеке, значит, я считаю, что что-то мне не хватает. Будучи сотрудником главной библиотеки страны, Зоя Меджитовна оказывала методическую и практическую помощь всем районным библиотекам. Зоя Квицини – один из тех сотрудников, чей труд в становлении и развитии, а также сохранении золотого фонда Национальной библиотеки невозможно переоценить, отмечают ее коллеги и друзья. Она начала создавать первые инструкции должностные. Ей это удалось. В ее бытность первый библиографический указатель в стенах республиканской тогда универсальной библиотеки на Дмитрия Иосифовича Гуля к столетию было сделано коллективом Национальной библиотеки. Зоя свидетель того, как библиотека укрупнялась. Когда я пришла, представьте себе, вся эта огромная библиотека была в двухэтажном здании на берегу, да. Причем обни было на одном этаже, на другом были мы, и все там умещались в этом здании, которое потом грузины сожгли в начале войны. Потом построили это здание, более такое, не такое шикарное, как сейчас. Там было 400 тысяч книг. Мы их сложили, завязали, потом перекидали в грузовики, потом привезли сюда, потом 400 тысяч книг, представьте себе. И вот эти все 400 тысяч книг прошли через наши руки, в том числе Зоя в стороне не стояла. Я пришла в самое теплое, доброе, светлое время. Благодаря, я хочу молодым пожелать, чтобы у них были вот такие до конца, вот такие руководители, как Зоя Меджитовна. Потому что столько тепла, столько добра, столько внимания, которое было здесь, в этой библиотеке, мне кажется, мало можно назвать сегодня людей и мало можно назвать сегодня организаций, которые вот так же тепло, искренне принимают молодых. Зоя Квицини воспитала не одно поколение библиотечных работников, прививая им любовь к библиотечному делу. И сегодня еще одно поколение воспитанников поздравляют Зою Меджитовну с юбилеем. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.